Хипстер, что ли, называется? Ага. Günaydın. Здесь нарисовано. Машаллах, красиво, пахнет хорошо. Видишь, камень дерево. Вот нормальный кофе есть из Тамара. Нормальный. Это что? Ага. Это коньяк? Коньяк değil. Коньяк değil. 4 saat Nara konyak? Турганки. Тут цвет красивый, смотрите, изумрудный. Пахнет хорошим. Можно? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Breakfast. Ага, окей. Какой турецкий кофе будет, да, Русамага? Какой Turkish кофе? Туркиш. Yes. Вы будете кофе, коллектив? Лейла, вот смотри, вот на два человека. Вот. Примерно. Давай Раз, вот два, три, первый. четыре, Второй давай пять, подороже шесть, возьмем. семь. Есть для меня tabii. Tamam. Sugar. No sugar. Sade. Koy 7 kakao. tane Türk Давай kahvesi. вкусно. Давай. Sade. Да. Турка, 40 лет. О, дебик. Это кешкек, почитайте, что это такое? А Кешкек. это сыджа. Ага, Вот, смотри. Юрисель, вот, кешкек. Смотри, дебик, менингич. Видишь, мы все слова эти уже знаем. Кто знает перевод? Что? Чего? Кешкек, вот. Бешбин, елык, что-то. Что-то 5000 лет назад, да? Кешкек, я там на входе видел, там такая лепешка, и так вот мясо так вот порвано было, как типа донера. Но могу ошибаться. Типа как пиде, да? Типа биде, да. Это, короче, культурное наследие 3000-летней давности. Бараш и гердан, грудинка. Ноход, бутун ярма. Нет такого, что чем возможно наесть. Самара, что заказываем? Давайте, вы как капитан говорите. Сейчас я перейду себе. О, не-не-не. Вот здесь, смотри, еще. Красиво. Норик, шаришь. Да. Sıcakları da getireceğim. Sıcak ne olacak? Menemen. Burada sıcak su olacak. Biliyor musun? Очень, очень крепко. Ну, Мехмед, конечно. Я говорю, вот стандартный классический кофе. Обычный, да. Обычный турецкий кофе. Ну, у нас он крепче. У нас крепче обычного.
Кофе я нашел мясо. Перец, я думаю, надо попробовать. Перец. А вот это как-то не подсоль, да, еще? Это с пикмезом. Сладкий должен быть. Сладкий. Miyot. Süt reçeli bu. Bu kuşburnu. Bunlar hep yöresel Amasya'nın ürünleri. Şu ikisi birlikte çok güzeldir. Bu tatlı mı? Tatlı? Tatlı, reçel. Vişne reçeli o da. Вишня. Afiyet olsun. Sağ olun. Al. Будет сделано, да? Так, в общем, завтрак, вот этот завтрак на двоих, получился 500 лир кофе, по-моему, 50 или 60 лир кофе. Да, да. Ну, в общем, такое. Ну, нормально, в принципе. Нормально. Вот такая здесь терраса, хорошее кафе, интересное место, вот смотрите. Место вот такое вот. Там гора, какой-то аванпост. Рустама, как вам завтрак? Ну, не удивил, так достаточно вкусно, не удивил. Мне понравился бикмез. Бекмес, да. Бикмез в бикмес, сочетании, это же... в сочетании с вот этим хатлама. Да, там Блин, на- Вообще, вот я считаю, Турклерде. что в завтраке должна быть какая-то ведущая скрипка. Вот этой скрипки не было. Вот это вот все навалено, когда... Это и- обман сразу, я вам говорю. Ну, не то, что Ну, обман. столько зейтина, столько видов. Они и знают, что мы это всё не ничего естся. съели там по одному. Там одних сыров было вот через запятую. Ну что они по 3 горошка так кинули? Смотри, у них же турецкий завтрак, они же его как едят? Они собираются в выходной, садятся, и там много всего, они долго сидят вот это, как хода. А мы же, нам быстро надо было покушать, поэтому должно было быть что-то одно съел вкусное, там, Нурик самый лучший завтрак заказал себе. хитрый, ну, потому что здесь 2 года жил. Он уже на опыте. Он двигается на опыте.
эти углем топят, вот такой Углем запах. топят. У нас я давно такой не чувствую. То здесь газа нету. А что, все, мы вдвоем идем, что ли? В общем, приехали в Эрзурум. Это сельджукский город. Ага, сейчас. Сельджукский город Эрзурум. В общем, он высоко находится в горах, на границе с Грузией. Уникальное место. Это уже последняя точка, турецкая точка. Дальше идет граница Грузии. И мы остановились, чтобы посмотреть на эту уникальную вещь. Вообще, в принципе, очень круто ехать на маршрутке, на автобусе, потому что мы где хотим останавливаемся. НВР нам показывает, говорит, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Честно говоря, вообще уникально. Очень интересно. Самолет вообще рядом не стоял. Вот смотрите, мы сейчас идем куда? Вот такая вот крепость. Ну, морозец, я вам скажу, этот есть. Будь душурбилибер, так что осторожно. Эй, там лед, Лейла, ты куда идешь? А вы куда вообще идете? Короче, увидели снег в этом году. Ну, у нас не так много времени. Я думаю, что надо уже назад. Вот, панораму видно. Да. Какие горы вообще. Очень. И смотри, это дымка от того, что топят. Да, смог это. Смог. Мы сейчас намокнем. Мне кажется, вот эта вот башня, она вообще очень старая. Там лучики стояли, да? Ну, скорее всего, это дозорная больше. Да. Идем, мы спускаемся. Когда еще мы тут будем, да, Павла? Вот именно. В марте, наверное. В марте, Потому что наверное. Роман сказал, надо позитивно думать, да? Гулливер говорит, в марте, наверное. Давай. Да, сельджукская культура, видишь, минареты какие. Интересно. А вон там мечеть, вот рядом такая интересная. Ну, тоже по Посмотри, такому же какие. принципу. Видишь, Посмотри, крыши какие обычные. углы. Угол у нее такой. Крыши стесаны, ну, в смысле, обычный конверт. Вон, они пошли вовнутрь. Мимо нее пройдем. Теперь стоим. И вон там мечеть, черный камень. Смотрите, это, наверное, камень какой-то свой. А вон, минарет А черный. я только хотела сказать, как будто горела мечеть. А это камень, да? Скорее всего. Камень, конечно. Это мечеть, конечно, да. Уникальная джами. 1179 год. Улу Джами Атабей. Интересно, что нет никаких орнаментов. Чисто голые стены. Кирпичные. Видите, кладка просто. Темновато, довольно-таки так мрачновато, скажем так. Полы не теплые, прохладненькие, но отопление есть. Чувствуется, что оно печное, потому что запах дров есть. Вот, смотрите, михраб. Михраб тоже очень простой. Смотрите, ничего там нет. Вот так это выглядит. Ощущение, что какой-то готический собор, если честно. Вот так это все выглядит.
Эрзурум. 1179 год. Просто уникально. 1179 год. Вы можете себе представить, насколько это древняя мечеть? Просто поразительно. И когда выходишь, смотрите, какая красивая. И здесь сразу такой вид на крепость. Смотрите, какие древние двери. Еще одна мечеть. Вот такие уникальные минареты. Как будто какая-то Бухара, что ли. Не знаю, вот что-то такое вот по интуитивно ощущается. Темный камень. Такой же. Обратите внимание на фасаде, какие узоры. Двухглавый орел неожиданно. Да. Ну, у монголов тоже был двухглавый орел. В общем, Очень красивые вот эти макарнасы. мукарнасы, смотрите, подсвечиваются, и такой объем интересный создается. Вот эти вот места. Смотрите. Вот эти вот ложные михрабы, которые делаются джами. Ёлки-палки. Смотри, какой уникальный вообще. Ой, как интересно. Офигеть. В общем, сейчас попробуем найти, как называется это джами. Ух ты, здесь экспозиции ковров. Смотрите. Килимы, ковры, геометрический орнамент. Очень люблю геометрию. Так. 19 век. Ковры 19 века. Шамдан. 19 век ковры. 19 век. Хуранлар. Хуранлар. И, кстати, ребята, абсолютно бесплатный вход. Платить ничего не надо. 16 век. 16 век Хуранлар. Смотрите. Это 19 век. Как красиво сделано. Смотрите, какие мастера. Очень красиво. Уникально, смотрите. Что это за работа вообще? Так, 16, 19, 19, 18. Сейчас на выходе посмотрим здание, само какого оно возраста. Но есть ощущение, что это старое здание. Обратите внимание, темные эти стены. Этот камень такой. Наверное, какой-то свой камень такой. Там экспозиции, вот михраб, какая-то визуализация михраба. Там какие-то часы почему-то. Часы. Эрзурум, чифте, минарели, медресе. Это медресе. Вакыф эсерлери музейсы. Ага, значит, вакыф на медресе это. Честно говоря, вот по этим металлическим штукам сразу напомнило мне Занжилы медресе. Ну, в принципе, и джами так все оформляются. Но почему-то я про наши медресе подумал. Смотрите, вот сзади эти минареты как смотрятся. В 1930 год реставрация была. Смотрите. Тоже Коран, 18 век. Так, там в обуви нельзя ходить. Вот макет ее оригинальный. А мы сейчас вот в этом здании. Мы сейчас, да, вон в том. Круглый. Вот так кто-то выходили люди 1000 лет назад. И вот так смотрели.
Почему вот эти вот минареты? Значит, такой был стиль. Стиль. Это же доосманский стиль, понимаешь? Ну, затем реставрация была 11-14 год, вот этих вот. Я не знаю, как они называются. Мы подумали, что это минареты. Это минареты 100%. Видите, здесь Потому что там была написано реставрация. «Ики минареле медресе». Здесь довольно все разрушено было, и сейчас Да, очень вот. красиво. В общем, вот такой вот уникальный комплекс. Смотрите, просто древнейший. Не было, да? Сейчас на входе посмотрим, какой век. Уникально, что это вообще бесплатно, абсолютно. Абсолютно бесплатно. Пойдем туда зайдем, все-таки мы здесь раз приехали, людям показать должны. Здесь что-то, смотри, какая деревянная старая работа. Ёлки-палки, 16 век. Какая работа тонкая. Сохранить дерево 16 века, 18 век, Коркулюк. Демир Коркулюк. Смотрите, Джамир Каписа, 17 век. Ключ какой интересный. А это тоже 17 век. Пенджире Капир. Мехмед Паша Джамиль. Дерево вообще очень тяжело сохранить. Очень тяжело. Ну, видимо, это еще какие-то сорта. Колонна, смотрите, одна обычная, а другая уже сделана, резная. Это не просто так сделано. Там Емеклер, Емек, сервисы, посуда. Ну, посуда, понятно, неприхотливая. Медный. Шифа, таслары. Таслар. А, видишь, написано молитва. Шифа, ну, для здоровья. Оздоровительный. Минарет Казан. 16 век. Пошли. Это растение. Обсидиан, сары яспер. Макас, что ли? Гулябдан, Микрас, Мукурда. Это, наверное, растение. На гранат похоже. Тип алюминия. Это, наверное, для обучения вот эти были кельи. Ну там Кельи, комнаты. то же самое, все, проходим. Какие-то нас, наверное, уже потеряли. Так, давай дату посмотрим. Было, вот здесь. Не вижу. Нету даты, не вижу. Ну, посмотрим. В интернете посмотрим. В медресе музей 600 ел. 600 лет, короче, ему. Так, мы успели побывать. Группа туристов приехала. А вы что, не купили селитру сама? Я объелся уже, я в машине попал. Я купил чебурек, но это не чебурек. А, я хотел сказать, что это такое? Это не чебурек. А что там? Ну, они говорят, что это чебурек. Мясо? Он сказал хайма, ну, по-моему, картошка. Хайма у них с картошки делают, у них тут мяса нет. Такая стильная. Надо было уточнить, какой хайма. Картопля хайма. Вот горячий чай здесь, вот. Да, кофе там нету. Сейчас доедем, через 2,5 часа.
Так, последний рубеж, последний город на границе, и потом будет Грузия. Сейчас идем кушать куда-то. На улице минус 10. Поэтому вот так вот. Шарк Донер. Шарк. Готовьтесь, будет акула. Шарк Донер. Мерджимик это обязательно. Это база. Это база. База это. А сколько стоит мерджимик? 60. Ну, Это очень хорошая цена. почему? Это не дешево. Это 70. А вот этот яйля, это что за? кто не знает чурбала. Келли Пача. суё. Келли Пача. Мне кажется, что я буду Келли Пача. Елизавета, ты всегда экспериментируешь. А меня ставь вот здесь, я тебя сфоткаю красиво. Что он хочет? Где? А вот. Смотри, первый раз вижу такой флаг. Тройной. Уф, вот это погода, слушай. Погода просто... Мы побывали в зиме. Теперь Ну, сейчас еще холоднее стало, по-моему. едем к себе, и у нас там плюс. Ну, посмотрим Наверное, еще. дождик. Еще посмотрим. В общем, все. Получается, это последняя остановка перед тем, как мы поедем в Грузию, Гурджистан. Последний наш чай, последний наш айран, последний наш кюфте. Последний, ну, то есть в этом году, наверное, да? Вот так березы замерзают, промерзают. Ну, давай. Нурик, ну ты этот... Зря ты раньше всех сел. Не-не, я просто дернул, чтобы она поехала. Так, там еще 3 человека. Ой. Животом не поцарапал тебя? Поцарапал. Пьем кофе. Станция Кропоткин. Станция. Увидел я телефон в руку, тоже меня снимать. Ну, подражание, Рустамана. Подражание лучшему. А скоро он JSB начнет делать, вы знаете об этом? Не-не-не, до такой степени я не дойду. Помогла, вам нужна сгущенка или нет? Нет. В общем, последний рубеж. Тогда берите... Пьем кофе. И уже до Крыма. Часов 10 осталось до Крыма. Ну, приедем ночью. Нет ничего лучше, чем кофе в дороге, если честно.